По сути, все в этом городе связано с железной дорогой. Например, огромный, один из крупнейших заводов, Канашский вагоноремонтный завод. Славу города принесли люди, строившие его, вложившие огромный вклад в его развитие. В истории нашего города было два героя социалистического труда. Черников Сергей Игнатьевич, который работал в локомотивном депо, был тружеником тыла, а также Семен Павлович Никитин трудился токарем на Канашском вагоноремонтном заводе. Чтобы узнать о них, о их жизни, о их труде, мы, естественно, сначала обратились к всемогущему интернету. К сожалению, информации было мало, но из скупых строчек мы узнали. Сергей Игнатьевич Черников, советский работник железнодорожного транспорта, депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва. Трудовую деятельность начал в 1942 году кочегаром в паровозном депо «Канаш». Затем стал работать помощником машиниста и машинистом тепловоза. Возглавлял бригаду машинистов, которая получила почетное звание бригады коммунистического труда. В 1962 году был назначен машинистом-инструктором. На этой должности проработал до 1980 года. За выдающиеся трудовые достижения в развитии железнодорожного транспорта в 1959 году был удостоен звания трудового героя социалистического труда. Семен Павлович Никитин был токарем. После окончания 8 классов он начал работать на Канашском вагоноремонтном заводе. Он был рационализатором, стал автором более 200 рационализаторских предложений по усовершенствованию вагоноремонтного завода. За свои идеи был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медалью «Серп и молот». За дополнительной информацией мы обратились в местный краеведческий музей, где нам с удовольствием помогли. В 2016 году здесь была открыта выставка, посвященная героям социалистического труда. Они поделились с нами фотографиями, мы увидели копии документов и узнали побольше о их жизни. А также мы узнали, что в память о этих героях была увековечена. На домах, где они проживали, находятся памятные таблички. В честь них названы улицы города. И оказалось, что я живу рядом с одной из них. Я отправился туда, чтобы расспросить их жильцов. И оказалось, что многие знают, что эта улица носит имя железнодорожника. Также мы узнали, что в городе проживают родственники Черникова. Мы нашли его дочь, Радостину Людмилу Сергеевну. Она нас любезно о своем отце и показала личные вещи. К сожалению, родственники Никитина в нашем городе не проживают, но зато нам удалось встретиться с людьми, которые вместе с ним работали. Тимофеева Раиса Петровна рассказала нам, каким трудолюбивым человеком он был. Имена Черникова и Никитина занесены в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. Также они являются почетными гражданами города. Еще в музее мы узнали, что в Канашском районе тоже два героя социалистического труда. Мария Зиновьевна Зиновьева, советский передовик сельскохозяйственного производства, работала свинаркой, бригадиром агрономов бригады колхоза в колхозе «Путь Ленина» Канашского района. В республике она стала известной как мастер сельского производства и неутомимая труженица. За получение высоких урожаев зерновых культур в 1979 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР». Она дважды избиралась депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, была неоднократной участницей ВДНХ СССР, дважды награждалась серебряной медалью. Марию Зиновьевну Зиновьеву трижды награждали орденом Ленина. В 1976 году ей присвоили звание Героя социалистического труда. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе Герой социалистического труда Дмитриева Валентина Дмитриевна. До выхода на пенсию она работала в колхозе «Мотор» дояркой. Она получила в 1973 году звание Героя социалистического труда за свой вклад в развитие сельскохозяйственного производства с вручением ордена Ленина. Мы очень хотели встретиться с ней лично, но, к сожалению, она находилась в гостях у своих внуков в Чебоксарах. Надеемся, что наша встреча еще состоится.
Итак, вот такой немалый материал нам удалось собрать. И мы решили поделиться воспоминаниями с Канашским краеведческим музеем. Организовали в школе конкурс «Доска почета Героев труда». Теперь будет открыта доска почета и в нашей школе, за что особая благодарность организаторам проекта «Гимн труду». К сожалению, невозможно за короткое время рассказать о каждом, но мы должны знать и помнить имена своих героев, посвятивших всю свою жизнь на благо процветания родного Отечества.